Цена 170 рублей за килограмм сахара, зафиксированная в некоторых магазинах Усинска, это еще не предел, прогнозируют в Минсельхозе. Все подобные ситуации на контроле властей. В отношении предпринимателей ведутся проверки. Напомним, несколько недель назад резко увеличился спрос на сахар в 4-8 раз. Однако торговые сети спешат успокоить потребителей. Несмотря на нездоровый ажиотаж, запасы белого золота в стране не заканчиваются. Ситуация даже начала стабилизироваться в других регионах страны. Тенденция достаточно благоприятная и достаточно хорошая. Даже по тем продуктам, которые в последнее время вызывали, скажем так, нездоровый ажиотаж. Это в основном сахар, я имею в виду. По мониторингу последних дней время наличия сахара на полках магазинов, доступного к продаже нашим покупателям, существенно увеличилось. Если, скажем, 2 недели назад, неделю назад, сахар раскупался там за 3-4 часа, то сейчас уже достаточно часто появляются территории, где сахар может пролежать весь день, и он покупается в нормальном режиме. Отметим, торговых запасов на территории республики хватает на 20 полноценных дней торговли. По консервам, сухим сыпучим продуктам и того до 40 дней. В любом случае, в зоне повышенного внимания торговцев сейчас мука, подсолнечное масло, гречка, рис и соль. Что касается социально значимой продукции, какого-то ажиотажного спроса на нее нет. Однако мы увеличили отгрузки в наши распределительные центры. Все, что касается макарон, крупы, муки, растительного масла и консервов, мы увеличили отгрузки на 30%. И категорию бакалеи также увеличили на 10%. Также наши хозяйства в этом году планируют вдвое увеличить площади посевов под картофель. Если в 2021 было засажено 136 гектаров, то в 2022 добавят еще как минимум 150. Что касается непродовольственных товаров, которые мы пока не производим, их отсутствие на прилавках – это временное явление, утверждает ИО министра сельского хозяйства региона Ольга Бабина. Вы помните, какая ситуация была с ажиотажем вокруг масок? Вы помните, как налаживалось, какие сроки производства масок на территории Российской Федерации? Смогли? Сделали? Заводы поставили, запустили. А сегодня станкостроение и машиностроение на территории Российской Федерации, оно есть в полном объеме. А перенаправить, перепрофилировать, создать те станки, которые необходимы для производства того или иного продукта, сегодня Российская Федерация имеет все возможности. Ольга Бабина подчеркнула, сейчас время неограниченных возможностей, в том числе для предприятий. Создав свой продукт, есть шансы завоевать рынок и найти нишу для реализации. Стоит лишь приложить усилия.